Только в экстренных случаях. Минимум общения в интернете. Вот даже ворон обиделся. Скажет, стрима больше не будет. А я говорю, стрим я тоже ограничиваю. Да, до минимума. Мне надо, мне просто надо сосредоточиться. В кругу своем. В кругу своем я считаю, вот мой отряд. Там родные сестры с детьми. Вот мой двор, собаки. Вот весь мой круг. Я в нем буду жить, сосредотачиваться, накапливать энергию, которая очень много уходит во время эфира, во время общения с журналистами. Это истощает. А у вас какая-то специальная практика своя есть? Вы как-то дышите специально или на какой-то одной мысли фокусируетесь? Нет, это только доброта, доброе отношение с людьми. Потому что зло, вот это нервничание, которое у меня происходит, разные люди приходят, разные состояния у меня возникают. Это очень истощает. Да. Я худо-бедно, вот окружение мое меня знает, я их знаю, и мне с ними спокойно. Добро. Вот здесь хорошо. Только добро. Энергия хорошая. Да. Правда. Энергия хорошая. Вот это хочу сохранить, впитать в себя. И людям раздать своим, успокоить их. Им тоже энергия нужна. Перед очень дальней дорогой. Нам дорога предстоит дальняя и трудная. Опасная очень. Я, конечно, желаю, чтобы все они живы-здоровы были. Да. Я сам жив-здоров был. Я этого тоже желаю. Как вы в таких холодах ходите? Там же очень холодно. И сейчас, вот эту неделю, я просто упакована была в 2 пуховика, и то холодно. А когда вы выходили первый раз, это же как раз были самые такие морозы. Это было вот так упаковываюсь. Вон валенки, вон Кирилла тоже валенки вот новые. Вот так упаковываюсь. Теплая одежда. Упаковываюсь. Полностью упаковываюсь. С ног до головы теплая одежда. И все. И выживаешь. Стойки вы. А вы слушаете музыку какую-то, когда вот готовитесь к этому? Вы сейчас книжки читать, музыку слушать? Нет? Просто я только музыку слушаю. У меня есть специальная что музыка, слушаете? спокойная музыка. Не Цоя? Не Нирвану? Нет, Цоя слушаю, ага. Нирвану нет. Цоя слушаю. А из русских кого еще слушаете? Би-2, вот я не знаю, там много групп у меня. Тиже компания. Да, у меня тоже, кстати. Да, русский рок такой. Да, русский рок, спокойный русский рок. Кого еще я слушаю? Нигеров. Нигеров. Да, рэп иногда слушаю, да. Рэп. Кто рэпер у вас любимый? Нет, я имена, я их не знаю рэперов. Snoop Dogg он слушает, 50 Cent. Ангела, наверное, музыку, да, которая там в дороге была? Ангела музыку иногда слушаю, но его, видишь, записи нет, не осталось. Да, спокойный рок, композиции, блюз слушаю, блюз. Да, интересно. блюз слушаю, кантри слушаю, только спокойное все, что было. Блюз, рок и так далее, все спокойно. Я сама по року. Да, такой да. тяжелячок. Не, тяжелячок это по коту. Вот его тема, тяжелячок. Да, кот? Мановар, там Вот. что-то такое. Нирвана, Это вот да. это его Пинк тема. Флойд. Пинк Флойд, ACDC, Purple. Это Да. тема кота. У каждого свои музыкальные. Вот у Кирюхи рэп в голове. И по жизни тоже рэп, да. У Ворона, сам знаешь что, тоже по жизни биография. Аксел да, Руди да. пел, слышала такое? Какой? Михаил Аксел Круги Руди так. пел. Да. Да. Аксел Руди Да. пел. Океан of Time. О, хорошо. Композиция. У Наташки своя специфическая музыка, любовь. Океан. Да, Делает любовь. У Ворона своя биография. И он эту и слушает свою биографию, да, шансон свой. Расскажите. У Людмилы стихи в голове. Да? Правда? Она у нас поэтесса. Ой, да, пишете стихи? Стихи пишет. А вы не пишете? Я пишу стихи. Но, видишь, я могу писать стихи. Да, у меня складываются быстро стихи. На якутском языке, не на русском. Да. На якутском говорите? Да, потом говорю, потому что шаман кто? Он песнопения делает древние. А это у него просто складывается в голове. Омаховна называется, алгыс, тоюк называется. Это древние, это народное искусство. Этим искусством шаман владеет, он просто слагает стихами, якутскими стихами и поет песни. Сразу вот Исэхи это видите, вот национальный праздник Исэхи есть. Там вот, летом который? Летом, который круговой. Там люди не готовятся, заранее не пишут стих. Прямо то, что слышат, то и говорят. Да? И бесконечно могут часами слагать. Потому что это от неба идет. Это особенный талант народных песнопенцев, августитов, ламхасутов, тоиксутов. У меня также есть. Да? Чуть-чуть есть такое. И как это ощущается? То есть как будто бы кто-то... Не кто-то просто в голове говорит? складывается, А, да. вот, и ритм задает это народное песнопение, тоюк называется. Ритм его задает, и простые слова разговорные превращаются в стихи. Просто сразу. Да.
Мне кажется, у всех Это, поэтов так. да, у всех поэтов, а у народа Саха это в крови. Особенно, да. Ну, только на своем языке. Таюк называется. Вот они видели этот пример, как Петр перед огнем пел, говорил. Это все он не выучивал, это с него идет. А Раису вы, наверное, слышали, как она пела вот на день рождения. Это она наизусть не выучила. Это прямо оттуда у нее, прямо из души идет. Да. Талант такой есть у народа Саха, все поэты. Ну, народные, свои народные. По-русски, конечно, не могу. Кристина, расскажите про себя, откуда вы приехали. Ой, Люди знаете, будут спрашивать просто подписчики. Я психолог, политолог, я ученый, я кандидат И наук. психушку меня засадить пришлось. Вот надо, Шутка, да? надо, кстати говоря... Нет, я не психиатр. Подосланная, да, Ворон? Ворон весь на Вот честно, измене. если подписчики смотрят, я сейчас сижу, общаюсь, настолько комфортно и приятно, авторитетно заявляю, как кандидат наук, что у Александра все Безумие хорошо. по полной программе. Все хорошо с психиатрическим статусом. Я не психиатр, экспертизу не проводила и не собираюсь, но настолько хорошо и комфортно, что, в общем... А прилетели вы А сейчас из Амстердама. Я сейчас много... Амстердам. много в Амстердаме. Там... Голландия. Просто начинает Ворон. Ага, Голландия. Ну, Ясно. я я- ученый, я политика, да, но мне так было интересно с вами сейчас, интересно познакомиться. Как вообще так вы к этому пришли? Как... Я уже переслушала все интервью, в целом все понятно. Но интересно познакомиться было, коли я здесь. Как, правда, живой, настоящий. А многие мечтают, да, чтобы встретиться с ним. Я не знаю про многих. И я вам могу это заявить. Загнул, да. Многие мечтают побывать рядом с ним и говорят, кто был в его отряде, почему так не ценили его, такой человек, и вот, ну, так вот отнестись. Я не буду говорить конкретных имен, да, вы понимаете, о ком я говорю. И просто вот так взять и уйти. То есть у многих реально есть мечта, чтобы приехать, вот, ну, посидеть с ним, поговорить, чай попить, за руку его подержать, да, поздороваться. Ну, и вот сейчас с ваших слов я понял, что, ну, для вас это как, тоже как, типа, маленькая мечта такая Не своего немножко рода была. мечта, нет, я любознательная. Я же Не, психолог, я людей люблю. Ворон, не идеализируй. Половина, может, и так думает, а половина проклинает. Знаешь же, так проклинают меня. Да? Порвать на куски хотят. И так далее, и тому Да, подобное. Не, ну, вот это Александр, жизнь, да. не половина, конечно. Половина, да, страны еще, и мира еще не проснулась. Еще да. спят. Еще спят, ага. Им легко говорить проклятие, им легко про меня хулу нести, да, легко, пока они это не осознают. Но я знаю, что через 2-3 месяца, 2 месяца всего осталось, Да? весь мир это прозреет, увидит эту реальность по-другому. А когда? Через 2 месяца, потерпите. а. Число, знаете? Через 2 месяца, через 2 надо месяца. запомнить. Новый год можете даже отметить, Новый год. Вот когда куранты пробьют 12, Ага. да, все, это новый мир начнется. Да? Вы уже в новом мире. Вам и не надо прозревать. Вот весь мой отряд в новом мире уже живет. А те, кто половина, про которых говорит, они проснутся. Но не все будут отверженными, которые до конца все равно истину не воспримут, божественную, доброту, справедливость, идущую от Бога. Они все равно не воспримут. И они будут отверженными в новом мире. Мгм. Александр, мне было так интересно, шаманизм и религия, они дружат нормально? Ну, то есть православие, вера в Бога и шаманизм, они не Вообще противоречат легко, друг ну, у другу? нас вообще легко это у Саха происходит. Вот ребята видели, наверное, у нас легко может огонь кормить, духом поклоняться. И также в каждой избе иконы висят Христа. Да? То есть Да. нет в этом какого-то... Нету вообще, вот уникальный народ Саха. Одно время он может национальные праздники ходить, традиций своих придерживаться. Другое, завтра пойдет в церковь, сходит, поклонится Христу. Да. Вот так у нас всю жизнь, вот так мы вообще это не разделяем веры. У нас ко всем верам легко относимся, легко и спокойно. Какая мечта у вас? Мечта изгнать демона. Классно. Глупый вопрос такой. Уйти в тайгу. А, правда, да? И все. Отдыхать от этого? Отдыхать, конечно, отдыхать. Сюда уйдете? Сюда, только С сюда, отрядом на или родину. Не, отряд-то уж свои места найду. Ворон мечтает кем быть? На Канарах быть? Не-не-не. Только не на нарах, да? Да. Что-нибудь там разбогатеет. У Кирюхи тоже что-то свою половинку найти в одиночестве быть, да? Да. Спокойствие обрести в душе он мечтает. У Лехи
Какая мечта у тебя, Леха, после Мир войны? во всем мире. Мир во всем мире, спокойная семейная жизнь, правильно? Тоже свою половинку найти. У Людмилы тоже спокойствие на душе. Главное, чтобы мир был, дружба. Чтобы у нас Да. действительно, во-первых, восстановилась, чтобы это вся у нас экология. И с детьми Постепенно своими там всё, связь чтобы наши установить. действительно народы, ну, дети у меня тоже действительно в Берлине, 2 Да. дочки, там 2 внучки. Очень хочется, чтобы у нас вот самая вот наша российская земля, чтобы мы опять объединились, народы. И чтобы к нам потом ехали все, потому что у нас мы зажили лучше даже, вот, чем другие. И чтобы вот эти, которые у нас уехали, люди временно, где-то вот за границами, везде, они же вынуждены были бежать, потому что не могли реализоваться на нашей вот родине. Да. Чтобы они вернулись, и у нас опять вот от нас вот эта вот любовь пошла по всей земле, и чтобы вся земля зажила красиво, мирно, свободно. Красивая мечта какая. Ой, хорошо. Такая хорошая. Да, все Так, у хорошо. вас такая команда, как прям здорово. Но Я для не этого, ожидала. для этого вот самые трудные вот эти 1,5-2 года, очень трудные предстоят. Да? Да, очень трудная борьба предстоит. Но у нас надежда вот на эти перемены, вот, которые в сознании произойдут, как я обещал, Ага. с боем курантов. В сознании людей перемены произойдут. И мы на это новое сознание, на новых людей опору обретем в виде этих новых людей и победим обязательно. А почему именно вот этот год? Почему именно в этот Новый год с боем курантов? Вы так чувствуете? Я или- так чувствую, я так чувствую. Да и не я только, об этом уже предсказано много-много. И без меня предсказателей же много. Что 20-й год это год переломный, а 21-й это все начало с конца вот этого темного мира и начало светлого мира. Это который- по зороастрийскому или чуть Я не знаю, там, если любители покопаются, от Зороастризма до Ванги нашей святой, все об этом и говорят. И совпало с моими шаманскими предсказаниями. Все совпадает. Вот перемен. Вы жертвы не приносите? Мы сами жертва, я сам жертва. Это да. А такие физические? Нет, нет, я вот сам жертва и есть. Я же молния, называюсь Божьей молнией. Вот поэтому. Да, Кстати, здесь, молния, да, да, тоже. нарисована молнией. Увы, молнии век короткий, уничтожить зло и самому исчезнуть. Я считаю себя жертвой. Да. Поэтому другие страха жертвы нету, уже не поэтому нужны. страха нету у меня. Мгм. Вперед только освободить этот мир от темноты, от зла. Удачи. Удачи. Ну, Адам уже ваша удача будет. Новый мир. Вообще в будущем вообще эти границы исчезнут. Границы между странами, народами, это уже старый, отмирающий мир. Новый мир без границ будет, одна планета Земля. Чем раньше занимались? Вы такой интересный. Вы просто как человек интересный. Чем я раньше занимался? Вы учителем же, да, вы были? Я не учителем не был. Я жил спокойной жизнью. Историк. Да, работал. Историк, точно. Да, историк, да. Работал. Сварщиком был, дворником. Простой работяга. Да, и все. Ванга же говорила, выйдет человек с Востока, знать его никто не будет. Еще и Я это, Ванга да. не интересуюсь. Я ученый, я скептик. Да. А Ванга мне не очень близка. Неизвестный, конечно, да. Никому. Простой рядовой человек. Ну, видишь, вот. Вы ожидали, что так будет такой взрыв интереса к вам? Знал, с самого Да? начала я знал. Конечно, без этого нельзя победить темноту-то. Мгм. Без народа нельзя, только с народом. А народ это, конечно, известность, интерес. Новая волна. А если бы вам сейчас предложили какое-то место официальное, ну вот прям сказали бы, такой вы с гражданской Мгм, позиции, мгм. вот вам там в министерстве советником, Мгм, пошли бы? мгм. Нет? Нет, для меня власть грех. Да. Для шамана власть грех. Мгм. Никаких Не советником? Никаких власти нет. У меня только отшельничество, аскетизм в будущем. И все. Для меня власть грех. Я как молния только могу изгнать этого демона. И все. Уйти в себя, в свою тайгу. Исчезнуть. Власть грех. Власть грех. Это вот у меня все вот критикуют эту тему. Вот развел в законе в отряде диктатуру, команду свою слушать заставляет, властвует, там Чингисханом себя воображает. У вас авторитаризм тут такой. Авторитаризм, ага, у меня все вот по Вот, приказному да, порядку. да. Вот удивляются, как это ты совмещаешь, шаман, ты же безумный, противоречишь своим лозунгам, там, народовластие, равноправие, демократия, и тут же в отряде разводишь диктатуру. Мгм. Вот да, как? А я говорю, это надо принять, это надо понять, потому что, чтобы победить, это борьба, именно борьба, натуральная борьба с темной силой, которая очень крепко в одном кулаке сидит. У них авторитаризм природный, и, как говорится, у них это они и есть авторитаризм природный, вот зло, да? А у нас светлые силы, вот так разбросаны по всему миру, без кулака, вот так.
все время добром, все время любовью. Так не победить, говорю. Вот это последняя битва у нас. Добра со злом, чтобы пришел новый мир, а для этого нужен кулак уже и светлых сил. Кулак. Это временно, говорю. 1,5-2 года потерпите, и этот кулак рассыпется, станет опять ладонью. Весь мир обхватит, обнимет эта ладонь. Вот так. Ладонью народовластия, демократии. А чтобы этого достигнуть, надо разбить кулаком эту темноту. Кулаком именно. То есть диктатурой светлых сил. У нас диктатура светлых сил, божественная диктатура. Только божественная. Это большая разница. Да, у вас здесь нет противоречий, у вас здесь Да. все очень логично. А она основывается, эта божественная диктатура. Да, на силе, должна быть командна. Но основа команды, вот командующий, вот это временно меня Бог назначил, вот этим командующим светлыми силами, временно. И у меня принципы одни. Нападение грех, защищаться, мстить грех, прощать врагов, прощение. Вот отличие меня от темной диктатуры. А у них все наоборот. Нападение, мстить надо, не прощать. Они основываются на этом. Темная диктатура на этих законах основывается. А вот светлые силы, да, назовите это светлой диктатурой, основываются вот на этих принципах, заповедях. Любить ближнего своего, значит защищать. Значит быть сильным зла. Вот мы и усиливаемся. Мстить грех, прощать. Вот когда ты поверг врага, победил его, не мсти, не надо мстить. Отпусти его с добром обратно. Темным силам это недоступно. Прощение. Обидели тебя словом, делом. Да, больно, да, это трудно. Но пересиль себя. Заповеди вспомни Христовы и прости. Вот и есть светлая. Какая у вас светлая база. Такая... Да, но в то время диктатура, диктатура при этом. Потом, а почему диктатура, спросите? Потому что время увещевания для мира уже закончилось. 2000 лет нам Христос увещевал миром. Любите ближнего своего, мирно живите. Не реагируйте на зло, да. Но это время, отпущенное им, закончилось. Он сейчас прислал меч на землю. Я меч. Меч духа. Да. Нет. Меч духа, и именно физический меч. Вот меч духа был 2000 лет назад, я было этом сказал. Он нам принес меч духа, Христос, 2000 лет назад. И те, кто прозрели, все. Но сейчас лимит исчерпан. Сейчас он прислал именно физический меч. Я физический меч, я воин. Да, именно сейчас время закончилось. Поэтому пришел меч, настоящий меч, не меч духа. Именно настоящий, реальный я меч, я воин. Сила, поэтому нужна вот сила, кулак, чтобы победить зло. Ну вы добрый кулак. Вот именно, вот я основываюсь на этих принципах божественных. А этого люди не понимают и кают на Чингисханом себя образил. Зло несешь. Потому что вы милитаристски смотритесь, у вас здесь... Да, это для устрашения темных сил. Да, я пришел как кара Божия. Шаманы, сразу кажется, что это какие-то темные силы, сразу кажется, что верблюдов будете жертвовать. Да. Я сам себя жертвую. Да, я сам жертва. Я сам жертва. Я готов себя жизнь отдать ради этой миссии. Да, правда? Я сам Не жертва. надо жизнь. Все-таки без... Но если все удачно закончится, да, я все стану там отшельником. А вот так вот по факту следующий план. Вы ходите и снова идете также по той же схеме пешком в сторону Москвы. Нет. Да? Нет? По-другому же? Мы уже выбрали другой план. Да? Развилка. Секретный пока? Да нет, я это на весь мир озвучил. Да, я не слышала. Если я буду ждать реакции властей, если они выберут, во мне увидят только темноту. Если увидят, только темную сторону моей сущности, у меня же два крыла, черное и белое. Вот они только зациклятся на темном, тогда все получат темный путь, войну. Да, кару Божию. Ну а если во мне увидят доброту, только свет, только то, что я благо несу, им тоже, и также поступят ко мне, отнесутся светло, освободят меня, реабилитируют меня, судить не будут, снимут статьи, скажут: иди, Саня, на все 4 стороны. Мы тебя не желаем зла. Это власть, система, этот Путин. Все, я пойду, как говорится, с песнями, цветочками. Это я стиру с леса. Чем вы это рисуете? Классно. Да, потому что это не временно, я же знаю, победа будет, и не вечно же война будет. Все, я это стиру. Если я татуировку нанес бы, это вечная война. Да. Зачем вечная война? Поэтому я временно. Вы каждое утро рисуете? Ну, обновляю. Сами придумали? Или это какие-то древние знаки? Это древние знаки, это руны древние.
Вам идет. Силы. Руна силы. Вам идет. Это руна силы. А, да? Руна гнева Божьего. Да, я советовался тут над знаками руны. Они так и сказали, они так и прочитали. Это силы. Это знак силы, божественной силы. Так и есть. Интересно как. Я же ученый, поэтому мне дистанционно. Я сама не оппозиционер и не за власть, не против. Я ученый, я дистанцирована. А пока